Бугульминским городским судом Республики Татарстан рассмотрено уголовное дело в отношении местной жительницы, признанной судом виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». По совокупности совершенных преступлений суд назначил наказание осужденной в виде исправительных работ сроком 1 год с удержанием дохода государства 10% заработка ежемесячным. В ходе рассмотрения уголовного дела судом было установлено, что в августе прошлого года Бугульминка в ходе просмотра объявлений на одном из интернет-сайтов обнаружила объявление о продаже автомобиля, вследствие чего у нее возник преступный умысел, направленный на хищение данного автомобиля. После чего она договорилась с продавцом о приобретении автомашины в рассрочку. Согласно условиям договора купли-продажи, девушка должна была выплатить продавцу стоимость автомобиля в течение 5 дней. Получив расписку, не подозревая о преступных намерениях, покупательница потерпевшая передала свой автомобиль. Подсудимая, не намереваясь возвращать потерпевшей денежные средства в вышеуказанный автомобиль, с места преступления скрылась. После чего по той же схеме ею было совершено еще одно аналогичное преступление. Таким образом, подсудимая похитила у потерпевших денежные средства на общую сумму 150 тысяч рублей. В судебном заседании она согласилась с предъявленным ей обвинением, полностью признала себя виновной в совершении преступления, заявила ходатайство об особом порядке судебного разбирательства, которое было удовлетворено судом. С учетом того, что подсудимая совершила преступление средней тяжести, к уголовной ответственности привлекается впервые, а также что признала свою вину, раскаялась в содеянном, явилась в повинный, суд пришел к выводу о назначении ей наказания в виде исправительных работ. При назначении наказания, помимо изложенного, судом были приняты во внимание следующие смягчающие обстоятельства: наличие на иждивении подсудимой малолетнего ребенка, частичное добровольное возмещение ущерба потерпевшим, состояние здоровья подсудимой, положительные характеристики. Обстоятельств отягчающих наказаний подсудимой судом не было установлено. Кроме того, по приговору суда суд обязал подсудимую возместить потерпевшим оставшуюся сумму ущерба в размере 35 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован лицами, участвующими по делу.